эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В республике растет уровень преступности против детей. По данным прокуратуры Якутии, число таких преступлений по итогам 6 месяцев этого года возросло на 55%. С чем это связано и от кого зависит безопасность наших детей, мы поговорим сегодня с гостем студии. Помощником прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Марией Колодезниковой. Мария Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сказали о том, что в целом идет рост преступности против детей. С чем это связано? Да, действительно, в республике у нас в последние годы идет рост преступности против несовершеннолетних. И прокуроры каждое полугодие проводят анализ их причин и условий, структуры и динамики. И по итогам анализа за первое полугодие текущего года установлено, что на рост криминогенной ситуации в данной сфере повлияли следующие факторы. В первую очередь это связано с внесением изменений в уголовное законодательство. То есть у нас во второй половине 2016 года были внесены изменения в статью 157 Уголовного кодекса. Это неуплата алиментов. И в силу этого теперь для привлечения по указанному составу лиц к ответственности уголовной необходимо, прежде всего, как первый этап, привлечение их к административной ответственности. Раньше такого требования не было. И как следствие, во втором полугодии 2016 года, в первом полугодии 2017 года родители, которые уклонялись от уплаты алиментов, подвергались административному наказанию. А поскольку они уже подвергнуты этой мере ответственности, в первом полугодии 2018 года уже наступила уголовная ответственность в их отношении. В этой связи у нас на 42% возросло число преступлений, связанных с неуплатой алиментов. Во-вторых, у нас по итогам анализа за первое полугодие установлено, что чаще стали совершаться преступления в отношении детей лицами ранее судимыми, а также лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Это говорит о том, что недостаточно ведется работа органов внутренних дел, в частности, участковых уполномоченных полиции по предупреждению рецидивной преступности и по профилактической работе с лицами, страдающими алкоголизмом. Ну и в-третьих, всегда у нас влияют на уровень преступности против детей безответственность родителей, слабая разъяснительная работа с родителями и детьми, а также недостатки в работе органов системы профилактики, куда входят школы, больницы, органы занятости и много других. Значит, в большей части это связано с ужесточением законодательства, да? Рост? Ну, нельзя сказать, просто процедура привлечения к уголовной ответственности по указанной мною статье немножко поменялась. То есть там определенные появились требования, которые необходимо соблюсти. А от каких преступлений чаще всего страдают дети? Ну, как я уже сказала, это имущественные права, преступления, связанные с нарушением имущественных прав, неуплата алиментов. И чаще всего дети подвергаются физическому и сексуальному насилию. Тревогу вызывает рост числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. У нас увеличилось их число с 50 до 180, и жертв по ним количество тоже растет. Поэтому данный рост произошел у нас в определенных районах: Хангаласский, Верхневилюйский, Серниколымский и Амкинский район. А с чем связан рост и почему именно в этих районах? Ну, опасность преступлений против половой неприкосновенности детей прежде всего заключается в том, что дети очень сильно находятся в зависимости от взрослых. А когда преступления такого рода совершаются со стороны близких людей, они полностью остаются беззащитны. Поэтому о таких фактах, как правило, умалчивается, да, детьми, никому не говорят, и преступления такого рода продолжают совершаться. Они остаются скрытыми, и серия преступлений возникает. И поэтому у нас в этом году, к примеру, только в Хангаласском районе окончено расследованием одно уголовное дело, по которому одно лицо совершило более 80 эпизодов преступлений сексуального характера в отношении 2 детей. То есть у нас в результате уже на территории Хангаласского района произошел рост. Аналогичная ситуация сложилась в Верхневилюйском, Среднеколымском и Амкинском районах, где также серия преступлений совершена одними и теми же лицами. Ну и тут хотелось бы отметить, что у учреждений здравоохранения, образования имеются, в принципе, возможности выявления таких преступлений на ранней стадии в ходе медицинских осмотров, например, врачами-гинекологами, в ходе психологического тестирования обучающихся, которые проводятся дважды в год в каждой школе. И здесь важно, чтобы велась надлежащая разъяснительная работа с родителями, которые должны, часто не подозревают о том, что в отношении их детей
осуществляется сексуальное или какое-либо другое насилие. Поэтому их согласие на медицинское обследование или тестирование может вовремя уберечь ребенка от преступного посягательства. В свою очередь, если родители без уважительной причины не совершают указанных действий, то они могут быть подвергнуты административному наказанию по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Это неисполнение обязанностей родителя. А часто ли вот уголовные дела по таким инцидентам заводятся? После посещения врача, вы сказали, после тестирования? К сожалению, у нас этот механизм слабо работает, но в прошлом году и в этом году нами принят ряд организационных и надзорных мер, в результате которых Министерством здравоохранения работа по данному направлению налажена, приняты организационные документы, которые будут сейчас, надеемся, что приведут к положительным результатам, и мы как можно больше детей защитим права. В СМИ появляются сообщения о привлечении к ответственности родителей, которые оставляют в опасности своих детей. Какой вывод можно из этого сделать? Да, действительно, у нас по итогам первого полугодия 2018 года число преступлений, предусмотренных статьей 125 Уголовного кодекса, это оставление в опасности, возросло. Если в прошлом году у нас их число было всего 2, то в первом полугодии их стало 5 таких дел. И прежде всего это связано с тем, что, говорит о том, что граждане стали менее равнодушными к таким фактам. То есть это благодаря их сообщениям о том, что ребенок пребывает в опасности, как правило, это малолетние дети. Заводятся такие дела, проводятся соответствующие проверки. Ну и во-вторых, это говорит о том, что снизилась родительская ответственность, уровень родительской ответственности, потому что статья 38 Конституции, семейное законодательство возлагают на родителей обязанность заботиться о жизни и здоровье своих детей, об их нормальном развитии. Неисполнение указанной обязанности влечет вот к таким последствиям. Да? Малолетние дети остаются одни на протяжении длительного времени. Но в основном такие преступления влекут в уголовную ответственность. И родителям нужно знать, что такие деяния могут уже квалифицироваться как уголовные и повлечь уголовную ответственность по указанной статье. А что относится к оставлению в опасности? Оставление опасности, у нас статья 125 Уголовного кодекса звучит как оставление в опасности, это заведомо, то есть человеку известно, что ребенок находится в беспомощном состоянии. Каждому родителю известно, да? И применительно к детям беспомощность заключается в их малолетнем возрасте, либо, допустим, невозможности самостоятельно себя содержать, допустим, да, это инвалиды могут быть, дети инвалида, которых нельзя ни в коем случае без присмотра оставлять. А родители заведомо знают об этом, то есть это не посторонние люди, да, и нередко, чтобы какие-то собственные потребности удовлетворить, вот потребление алкоголя, например, да, они оставляют детей без присмотра. Это они, например, где оставляют? На улице, дома? Тоже считается, да? Ситуации бывают совершенно разные. То есть они могут закрыть в квартире ребенка, да, грудничка, на несколько дней оставить. Или могут у собутыльников, с кем праздник, с кем, допустим, отпраздновали какое-то событие, и там могут забыть ребенка. Есть и такие случаи. Поэтому в любом случае они должны всегда с детьми находиться рядом, присматривать за ними и исполнять свои родительские обязанности. Это до какого возраста это относится? Малолетние, в каждом случае индивидуально, если у ребенка, допустим, какой-то диагноз есть, да, медицинский, отставание в развитии, то есть это может быть и ребенок 5 лет, который сам не может о себе позаботиться. Как правило, это дети до 3 лет, которые не могут высказаться, да, и сами себя обслуживать. А какова криминальная активность самих несовершеннолетних? Что показывает статистика? У нас, как по итогам первого полугодия 2018 года, преступность подростковая сократилась на 9%. К сожалению, в 2017 году был, напротив, зарегистрирован рост подростковой преступности. В этой связи органами прокуратуры принят ряд организационных и надзорных мер, чтобы усилить надзор в данной сфере.
благодаря которым органы системы профилактики активизировались, приняли тоже свои собственные профилактические меры. К примеру, в летний период в этом году созданы профильные лагеря для детей, склонных к правонарушениям. Но анализ за первое полугодие 2018 года, несмотря на снижение преступности, выявил тоже негативные тенденции в данной сфере. К примеру, у нас возросла доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также доля детей, которые совершили преступления вследствие отсутствия досуга в свободное от учебы время. Поэтому нами также проведены плановые проверки по данным направлениям. По итогам прокуроры приняли меры и внесли акты реагирования в адрес органов внутренних дел, органов занятости, по делам молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних. Поэтому работа ведется с учетом итогов анализов, постоянно мониторим состояние законности и принимаем меры. Современные дети очень зависимы от интернета, и часто по недосмотру взрослых они могут попасть под влияние запрещенных и опасных сайтов, которые пропагандируют насилие, суицид. Как в этом отношении прокуроры ведут работу? Ну, здесь следует отметить, что в зависимости от вида информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, подключаются самые различные органы, государственные органы. На каждый орган возложена своя обязанность. То есть в зависимости от вида информации. Они мониторят, ограничивают доступ к этой информации. С нашей стороны, со стороны прокуроров, поскольку эта тема всегда актуальна в последние годы, тоже в планы работы включаются мероприятия, связанные с проведением проверок в данной сфере. К примеру, в прошлом году у нас большая проверка была в плановом порядке, и по итогам проверок прокуроры установили свыше 100 нарушений, принято более 80 мер реагирования. Ну, к примеру, выявлялись нарушения, связанные с отсутствием контента, инфильтрации в компьютерных классах, в школах, либо в развлекательных центрах для детей. Кроме того, устанавливались нарушения, несоблюдение возрастных ограничений при демонстрации кинофильмов, в кинотеатрах, либо при розничной реализации компьютерных игр. Там должны быть везде указаны ограничения по возрасту. А в этом случае ответственность несут школы или развлекательные центры? Да, конечно, есть ответственность административная определенная, А кроме того, виновные лица, которые в силу неисполнения своих должностных обязанностей допустили указанные нарушения, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности. Последний вопрос, очень коротко. На ваш взгляд, усилия каких органов и ведомств должны консолидировать, чтобы показания преступлений не увеличивались и снижались? Здесь хотелось бы отметить, что необходимо усиление ведомственного контроля со стороны органов госвласти нашей республики. Министерство здравоохранения, Министерство труда и социального развития, Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав при правительстве, за деятельностью подведомственных органов и организаций, которые работают в районах и городах. Мария Борисовна, спасибо, что пришли к нам в студию и приняли участие в беседе. Вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до встречи в эфире.